Здравствуйте, в эфире программа «Персонально ваш». У микрофона Максим Курников. А «Персонально ваш» сегодня предприниматель, депутат Законодательного собрания Тверской области, руководитель комитета, кстати говоря, по агропромышленному комплексу и недропользованию Сергей Веременко. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Надо сказать, что вы вот так ворвались в информационное пространство Башкортостана в последние недели, а до этого вас не было долго слышно. Понятно, что вы все равно не ответите, почему на самом деле вдруг ворвались. Хочу вас спросить, почему так долго вас тут не было? Во-первых, я был, конечно, я просто занимался бизнесом, у меня тут есть и предприятие. Я же не говорю, что я тут вот заканчиваю строить мост через реку Белую, функционирует развлекательный комплекс «Огни Уфы», там, ну и так далее. Потом у меня же мать здесь живет 94 года, и много родственников и так далее. Я всегда приезжал, просто информационное пространство, я в него не врывался, оно как бы самого меня вытащил, когда я дал согласие на предложение мэра города. Ну, в принципе, до этого оно звучало и от главы республики, и от владыки заняться восстановлением храма, то есть возглавить эту работу, потому что в свое время, в 2008 году, Воскресенский собор мы начинали в 2004, в 2008 мы-за кризиса мы его приостановили делать. Это огромный собор, центр православия был и Поволжья, и Урала на 4000 человек. Ну, а там дальше больше, как сначала объявили собор, потом говорим, почему мечеть? Давайте мечетью тоже займемся. Ар-Рахим. И вы знаете, вот мы говорили с главой республики после этого, и это так воодушевило всех. И с Муртазой Губайдуловичем говорили, он говорит, слушай, давай я тоже буду. Ну, там есть некие нюансы с Думой, с духовным управлением мусульман, у него там разногласия. Но я думаю, постепенно все решим и двинутся эти объекты. Ну, тогда я вот, прежде чем спрошу вас, о чем вы говорили еще, да. И с Муртазой Рахимовым, и с Рустемом Хамитовым. То есть вы в Уфе бывали здесь довольно часто? Да, последние годы? Как Уфа изменилась вообще вот за последние годы? Нравится ли вам это, когда вот вы едете, видите здесь дороги, видите то, как вообще Уфа выглядит? Насколько она меняется в лучшую сторону или нет? Ну, я скажу, великолепный город. Я это по сути могу говорить, и потому что я всегда могу говорить правду. Во-первых, очень красиво застроен. Видно, что работает хорошо архитектура, то есть управление архитектуры. Потом очень красивые дома, въезды, широкие аллеи. Там, и... Вы не из тех пессимистов, которые критикуют городские власти за то, что исчезают, например, старые дома? Я, во-первых, был на вот таком, он не градостроительный совет называется, как-то он называется, где презентовали фонд, который мы назвали Имен-Кала, Дубовый город. И там обсуждались эти вопросы. И, допустим, проект, где фасад дома был вмонтирован в огромный такой синего цвета дом, там на 65 тысяч жителей, на этом совете не прошел. То есть да, надо застраивать, надо увеличивать площади там, и так далее. И бизнес должен развиваться, но эти вопросы должны, конечно, решаться и рассматриваться. Там должен сохраняться и облик домов. Вот мы сейчас рассматриваем проекты, возможно, его будем представлять на урбанистическом форуме, который у вас будет. Это сохранение вот улицы Октябрьской революции, которые, там же много таких домов старинных. Вообще в городе 800 памятников архитектуры. Ну, есть республиканского, российского значения и так далее. И, конечно, это надо сохранять, использовать, потому что у нас при всей красоте города, я считаю, это один из красивейших городов России, потому что и широкий, спланированный, хорошие, красивые рельеф, допустим, Казань уступает рельеф. Там, конечно, это важно было сказать. Это самое главное. Да, главное татар обогнать. Плюс 7 927 304 10 51. Это номер для СМС-сообщений. Мы в прямом эфире, поэтому с удовольствием прочитаю СМСки. Плюс 7 927 304 10 51. Не забывайте только подписываться, дорогие друзья. Ну, раз уж вы упомянули о встрече с Муртазой Рахимовым, расскажите, а как у вас с ним складываются сейчас отношения? Насколько так конкурентная борьба, которая была, осталась в прошлом? Ну, вот, это можно как в спорте. Знаете, две футбольные команды в плей-оффе поучаствовали, и потом, так сказать, Акбарс и Салат Юлаев. Было время, Акбарс побеждал, Салат Юлаев, ну, это же
там проходит, есть политическая борьба. Это же не антагонистические отношения с человеком. Такая была политическая ситуация. Сейчас Тем более, я нормальные не помню, чтобы отношения. Салават Юлаев когда-нибудь сказал: вы знаете, мы хоть и вышли в следующий раунд, но играть не будем. Или выйдем на поле, но бороться сильно не будем. Да, поэтому это уже было, во-первых, давно, это на самом деле история. А что тогда заставило, вот так сказать, ну и отказаться от борьбы? Отказаться от борьбы? Да. Обстоятельства непреодолимой силы, если так можно сказать. В виде? Ну, в виде понятно, что политически было ее нецелесообразно, так сказать, продолжать, потому что каждая... Ведь это такая даже не спортивная игра, а некая политически опасная игра. И в данной ситуации, которые цели были, было показано, что демократическим путем могут проходить выборы даже в таких больших регионах, как Республика Башкортостан, там есть Татарстан, есть Москва, могут побеждать независимые кандидаты. Тогда я сформулирую вопрос так. Продолжение борьбы было нецелесообразно, опасно. Что больше? Больше, да нет, может быть, не опасно. Вы понимаете, всегда есть, вы, допустим, работаете в вашей компании, правильно? Есть человек, который там принимает решение, целесообразно отвечает вообще, берет на себя ответственность в стране определенную. У вас, допустим, вопросы в программе, а у кого-то проблемы, там, которые надо решать. Есть проблема огромной страны. В ней страна, во-первых, многоконфессиональная, многонациональная. У нас там только что там Кавказская война шла и так далее. И допустить каких-то межнациональных трений, вообще, во-первых, это опасно очень, и нельзя было. Поэтому для нашей страны, вот такой огромный, если вы там историю знаете, со времен еще 600-х годов, когда там была смута, и мы с вами скоро будем отмечать 4 ноября, день примирения и согласия. Опаснейшая ситуация, 22 года была в стране без власти. Такая же была, когда предали царя Николая II, там произошел фактически государственный переворот. И такая же была в 91-х годах ситуация. У нас же была война реально. То есть вам порекомендовали, и вы прислушивались к этим советам? Да, я понял, что надо решать главную проблему. Не преследовать собственные амбиции, допустим, какие они бы там благородные или какие бы ни были. Но есть как бы высшая задача, поэтому да. Я еще раз напомню номер для СМС +7 927 304 1051. Сегодняшняя ситуация, в том числе с главами регионов, насколько она повторяет какую-то конфигурацию того 2003 года, не повторяет, потому что, вы сказали по поводу межнациональных отношений. Мы видим, например, назначение Васильева в Дагестан. Очень неожиданно, правда? Или для вас это уже не неожиданно, сейчас другая ситуация? Владимир Абдуалич, во-первых, мы в очень хороших отношениях, уже депутат от Тверской области, и поэтому к нам на очень частые на собрания приезжал, и я так с ним в очень хороших отношениях. Во-первых, абсолютно, вот я, может быть, других губернаторов не очень знаю, и там это как бы другие принимают решения, но в данном случае, во-первых, он честнейший человек. Это все говорят. Это раз. Я его просто знаю очень хорошо. Великолепнейший, очень, можно сказать, он мягкий. Не скажу, что он мягкотелый в принятии там решений, он очень мягкий, он очень, имеет коммуникабельный, понимаете? Что такое Дагестан? Там попробуй с одним кланом соединись и попробуй у кого-нибудь возьми. Все, завтра тебя купили, и там уже начинается клановая борьба. Во-первых, этого делать нельзя. Это вообще категорически нельзя делать чиновникам, особенно на таких должностях. Во-вторых, там надо быть, конечно, нейтральным. Я просто вот в данном случае не могу там другие оспаривать, там умные, хорошие решения. В данном случае это гениальное решение для решения вопросов в Дагестане. Потому что любой человек, даргинец, аварец, кумык, там их больше 32, у нас их много, но там они настолько лезгины и так далее, эти отношения, что вот назначить его, и там молодого нельзя было. Это, конечно, вот немножко идет разрыв. Мы назначаем молодых. Раз там 60, ему 8 лет, по-моему, или 69, я уже не помню.
прекрасно выглядит. Для Дагестана, может быть, молодой, там же горцы, они же... Ну, у нас Путин живут. тоже ведь молодой, всего 65 лет. Вообще для него. А в принципе, вот эта тенденция омоложения губернаторского корпуса, вы ее приветствуете, вам она нравится, или вам кажется, что это еще нужно посмотреть, как все будет работать? Не, я вообще-то сторонник по профессиональному признаку, и по признаку порядочности, и по признаку, там, возможно, во-первых, должен быть деловой человек, должен быть авторитетный, должен быть чистоплотный, и, конечно, это важно. Кадровый резерв, да, надо ковать, но это не значит, что надо сплошь поставить там молодежь. Ну, по-моему, так и не ставят. Вот кадровый резерв, Кириенко сказал, создают, ну и правильно, создают, надо смотреть, потому что у нас вот с 90-х годов хромала кадровая политика, вы, наверное, вот когда 90-е годы обратили внимание, там, ну, говорим, все там питерские приехали. Если я из Уфы приехал, я всех уфимских притащил, ну вот и так далее. Но всю жизнь и при социализме мы же должны что-то хорошее брать от той эпохи. Кадровая лестница, она и проверялась всеми, смотрелась. Конечно, надо подбирать, надо видеть резервы, знать. Ну, а то, что назначать там 31-летнего, допустим, губернатора, ну, это не моя компетенция, я вообще даже не знаю. А может, он гений какой-то. Ну, вы работаете ведь с губернаторами? Конечно. Вы встречаетесь с ними, вы Конечно. себе представляете, как это? Ну, вот с Лешей... Ну, может быть 31-летний губернатор, в общем, адекватно воспринимаемым российским бизнесом, российским крупным бизнесом, местными элитами. Может. Я вот, допустим, ну, вот этого не знаю. Вот хорошо. У нас был самый молодой, наверное, Леша Островский, Алексей, да, это губернатор Смоленской области. Он от ЛДПР. Ну, я вот вам скажу, вроде он такой молодой, активный. Он был самый тогда молодой губернатор. И мы с ним встречались. Абсолютно хороший, нормальный. Сейчас он вырос очень сильно. Ну, я имею в виду не рост, он так не маленький, а в плане своего такого губернаторского карьерного роста. Слушайте, а сегодня на самом деле губернатор, насколько эта фигура сопоставимая с тем, что губернатор, вообще глава региона, там, глава республики, например, или президент республики был в 2003 году или там, в начале 2000-х? Это одни и те же функции или все-таки их функционал сильно изменился? Не, ну функции-то, конечно, с одной стороны проще, с другой сложнее, наверное. Ну, проще, потому что проще многое за тебя решают, во всяком случае. И власть самое трудное, что вообще-то выстраивается и стоит крови обычно. В стране выстроено, стержень есть, мы на него опираемся, верим там и все голосуем за, так сказать, президента, потому что он ведет такую политику, ну и вообще очень... При всем при том, еще и очень симпатичный человек, прям, ну, нравится, как он там на международной арене и так далее. Есть выстроенная вертикаль. С одной стороны, это очень хорошо, с другой стороны, я считаю, конечно, регионам в определенном смысле слова должно быть больше свободы уже даваться. Потому что тогда ее было, допустим, слишком много, когда ты мог налоги не платить, ну, в то время, вот, которое мы с вами обсуждали, моих выборов, там, Башкирия вообще не платила налогов в бюджете. Бумажку напишет Борис Николаевич. Тут потом-то все стали платить. Правда, ЕСАК платили в Золотую Орду 10%, а туда сейчас мы 50% платим, что более жесткое. У нас государство более жесткое. Поэтому, с одной стороны, проще, а с другой там сложнее. Но я считаю, все-таки не только полномочия должны сюда передаваться, обязанности, но и права, и определенные финансы. Конечно, надо больше давать возможностей решать губернаторам. Мы с вами начали говорить о губернаторах, и, в общем, говорим, назначают, хотя, на самом деле, формально они проходят через выборы, да? А насколько это сегодня то, что мы потеряли? Или, в общем, не стоит сожалеть о губернаторских выборах? Насколько это история, которую нужно вернуть в Россию, эту конкурентную борьбу за должность глав регионов? Или вот пускай, как сейчас, ну, назначили в Кремле, и ладно? Ну, вообще не совсем так. Везде же должно быть какой-то баланс. Это, ну, во-первых, конечно, у нас страна демократическая, поэтому у нас должны быть выборы. Да. Они у нас есть, они у нас легитимные, мы выбираем, ну, не хотите, не голосуйте, или выдвигайте своего там кандидата. Другое дело, что сейчас политические-то силы, видите, и коммунисты есть губернаторы, и ЛДПРовцы есть губернаторы, и, так сказать, социал-демократы, да, там, как, есть же уже от «Справедливой России», есть же, правильно, губернатора. Поэтому вся палитра участвовала. Но это, я думаю, такая доктрина президента. Ну, что вы тут говорите? Идите и поработайте. Что говорить? Понимаете, мы все, как бы, когда говорим, преследуем одну
и ту же цель. Но мы же понимаем, что это не настоящие выборы губернаторов, как, например, были в 2003 году. Вот скажите, после 2003 года в Башкортостане были выборы подобные? Ну, так силы такой, понимаете, нету. Значит, не хочется, ведь силы, они возникают когда вот такие. А почему больше у таких людей, как вы, например, больше нет желания идти в губернаторы? Потому что, ну, насколько я знаю, как мне говорили, некоторые, в общем, придумывают разные способы не идти в губернаторы. Какие? Ну, болезни, уезжают, в конце концов, куда-нибудь. Ну, то есть это не та Прячутся. должность, на которую хотят идти сегодня. Люди типа вас. Потому что, ну, если человек... Вы хотите быть губернатором? Не, ну мне, во-первых, никто не предлагает. Ну, а я у вас есть политические амбиции какие-то? Не, у меня политические амбиции касаются только, в общем-то, реализации каких-то проектов экономических. Потому что у нас без власти ничего не сделаешь. Это абсолютно, наверное, это не очень правильно, но это факт. Поэтому, если ты хочешь... Потому что у тебя, начиная, сколько мы боремся от того, что чтобы построить дом, там 1000 согласований надо, и со всеми надо иметь хорошие отношения. Ну, слава богу, может, мы хотя бы в этом случае учимся такой коммуникабельности и договариваемся. Если завтра вас пригласят в Кремль и скажут, мы предлагаем тебе быть губернатором Тверской области или Республики Башкортостан, вы согласитесь или нет? Я думаю, во-первых, не пригласят. Ну, а если? Так нет, слушайте, если Родина скажет, ну вот как вы можете сказать, вот интересно вы говорите, если вам Родина скажет, ну, во-первых, я не из молодого уже резерва, во-вторых... Но мы видим, что есть исключения, особенно сложные республики. Не, хорошо, вам говорят, мы вас пошлем там в Сирию сейчас, брать интервью. Вы что скажете, я боюсь в Сирию идти, что ли? Ну, это вообще, если вы, так сказать, настоящий, как говорили раньше, коммунист, то вы должны что-то делать. Я просто знаю, что никто не пригласит, и это мне не надо, но если сказали, я не понимаю, как, если тебе доверяют, можно от чего-то отказываться. Мы все-таки воспитанники другой эпохи. Ну, вот вы уже сказали, что в Дагестан с молодым технократом не прокатило бы. Ну, просто потому абсолютно что, нет. Сложная ситуация. А вот следующий глава Башкортостана, он какой, на ваш взгляд? Вот в идеале, какой он должен быть? Я же его выбираю. Ну, я же говорю, у вас есть опыт. Да, я согласен. Первое, конечно, профессиональная пригодность. Во-вторых, надо... Возраст. Я вот в данном случае не говорил бы о возрасте. А национальность имеет значение? Возраст не имеет значения. А национальность имеет значение в Башкортостане или нет? Вы знаете, у нас такая республика, может быть и любой человек. И, конечно, лучше башкир. Абсолютно. Ну, так было при коммунизме. Это как бы потом там второй был русский, третий татарин, или второй русский и так далее. Это сдерживает некий баланс. Но самое главное, я считаю, человек должен, во-первых, любить эту республику, любить народ. Потому что неважно, какой национальности или какого вероисповедания. Да, еврей, он калмык, который живет в Башкирии. И я считаю, что и мы сами, люди, которые живем в Башкирии, мы должны себя чувствовать башкирами. Как в России мы чувствуем себя русскими, россиянами, как говорил и писал наш замечательный поэт Мустай Карим, не русский я, но россиянин. Да? Но нас все во всем мире говорят, ты откуда? Из России, значит, ты русский, правильно? Какой национальности? Что они там смогут перечислить? Мы даже не знаем, сколько у нас национальностей находится в стране. Правильно? Поэтому, прежде всего, народ должен быть башкиром, а человек, который является губернатором или руководителем, главой сейчас называется республики, президент раньше был, во-первых, он народ должен свой любить, должен свой край любить и отвечать, конечно, профессиональным требованиям. Найти общий язык со всеми и так далее. Интересно, что вы упомянули про язык. Я как раз следующий вопрос хотел спросить. Должен ли он знать башкирский язык обязательно? При этом вообще, следите ли вы за тем, что происходит с вопросом башкирского языка в республике? На ваш взгляд, дети, которые учатся в школе, все должны изучать башкирский язык? Или все-таки башкирский язык – это вещь такая добровольная? Вы знаете как? Во-первых, знать и понимать башкирский язык желательно, на бытовом уровне общаться тоже. Что если ты русский, башкир, там вон Кучма стал украинским престолом, он же выучил язык. Ну, если ты стал руководителем республики, хотя бы когда участвовали в выборах, вы учили башкирский язык? Не, я просто и раньше же в деревне был, поэтому жил в башкирской деревне, каждое лето проводил, поэтому для меня это не было так проблемой понимания и даже там разговора его. А поэтому какой-то определенный минимум, но это и культура. Если вы приезжаете в какую-нибудь страну, республику, Венгрию, допустим,
Висон Талташра, там, сказать спасибо, Керри, там, пожалуйста, и так далее. Вы должны это знать, понимаете? Так и здесь. Вы должны... Должен ли он обязательно изучаться в школе или нет? Это вопрос, вот президент свое мнение, по-моему, там высказал, что это не обязательное изучение языка, но я не думаю, что... И президенты иногда ошибаются. Да, но я думаю, ничего плохого в этом нет. В том, чтобы учить? Конечно. Мы сейчас прервемся на московские новости, сразу после московских новостей продолжим. Я напомню, что у нас в гостях Сергей Веремеенко, и вы можете задавать ему свои вопросы на номер для СМС +7 927 304 1051. Одна большая просьба, не забывайте подписываться. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы». Код доступа у ней в руках. И волосы огонь, язык остер. Ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь. Она как Жанна Дарк. Разгонит в раз апатию и скуку. Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера. Ах, Латынина Юля, как снегопад в июле. часов 30 минут в Москве. Добрый день, новости. Канадский аналог американского акта Магнитского, закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств, вступил в силу. Он направлен против чиновников из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы, которых подозревают в отмывании денег и нарушении прав человека в своих странах, отмечает «Коммерсант». Российские дипломаты уже пообещали не оставить действия Канады без решительных встречных контрмер. На странице российского посольства в Твиттере отмечается, что вступление документа в силу противоречит здравому смыслу. Также в дипмиссии отметили, что этот закон пролоббирован, цитирую, ненавистниками России. Прокуратура Монако предъявила российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву обвинение по статье «Вмешательство в личную жизнь», сообщают местные СМИ. Подробности не приводятся. Иск против бизнесмена подала гражданка Болгарии Таня Рапо. Сам бизнесмен отрицает свою вину, однако выразил готовность сотрудничать с властями. Ранее появилась информация о том, что Рыболовлева обвинили в подкупе чиновников и полицейских в княжестве. По некоторым данным, князь Монако Альберт II, который был с Рыболовлевым в дружеских отношениях, теперь отказывается встречаться с бизнесменом. 95% россиян хорошо знают или что-то слышали о Ксении Собчак. 60% опрошенных относятся к ней скорее отрицательно. ВЦИОМ представил данные социологических опросов 2015 года, которые ранее не публиковались. Накануне Собчак заявила о своих президентских амбициях. Она сказала, что Ксения Собчак в бюллетене – это графа против всех. Госдума хочет ужесточить ответственность для педофилов. Предлагается установить пожизненный срок за сексуальные преступления в отношении малолетних. Это изменит механизмы рассмотрения подобных уголовных дел, сказал ТАСС адвокат Михаил Салкин. Пожизненное лишение свободы, с одной стороны, это чрезмерное ужесточение, потому что подобная ответственность наступает обычно только за убийство, террористические акты и подобные деяния, которые связаны с гибелью потерпевших. Но есть еще и положительный момент, потому что то лицо, которое будет в этом преступлении обвинено, будет иметь право на суд присяжных. У нас очень много подобных дел бывает, когда идет развод, дележка детей, для того, чтобы насолить своему супругу, женщина начинает обвинять, что он к своей дочери приставал. Соответственно, здесь у человека возникает возможность быть справедливым, оправданным или осужденным судом присяжных простыми людьми, которые поверят или не поверят произошедшему. Поэтому с точки зрения справедливости это будет эффективно. Кроме того, в Госдуме предлагают отменить сроки давности дел, связанных с половыми преступлениями в отношении несовершеннолетних. Основная версия пожара в торговом центре «Синдика» – поджог. На это указывают показания свидетелей, а также стремительное распространение огня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Пожар в «Синдике» начался 8 октября. Его тушили около 2 суток. Пострадали 3 человека. В Москве сегодня без осадков, +7, 9 градусов. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы». Реклама.
Впервые в Уфе международный конкурс «Татар-Кызы-2017». Праздник истинной красоты, таланта и национальных традиций. 12 финалисток поборются за право обладать короной и автомобилем. Приглашенная звезда – финалистка шоу-проекта «Голос» Дина Гарипова. 24 октября. Концертный зал «Башкортостан». Билеты в кассах города. В конце недели днем на «Эхе Москвы» в Уфе Салават Хамидуллин рассказывает об истории башкирских родов, об этнографии и о людях, о документах и о легендах, о корнях и о современности. Слушайте по пятницам в 14:35. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и проуфу.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Ферма. Ферма. Удерживать на ферме. Фермала тытыл. Удерживать на ферме. Фермала тытыл. Съемочную группу БСТ насильно удерживали на ферме. БСТ ижади түркүмүн көсләп фермала тотуп алып калгандар. Съемочную группу БСТ насильно удерживали на ферме. БСТ ижади түркүмүн көсләп фермала тотуп алып калгандар. «Эхо Москвы» в Уфе и проуфу.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш». Я напомню, что «Персонально ваш» сегодня предприниматель Сергей Веремеенко, предприниматель с политическим некоторым контекстом, да, потому что еще и депутат Законодательного собрания Тверской области, руководитель комитета в этом законодательном собрании и когда-то кандидат в президенты Республики Башкортостан в 2003 году. Очень приходит много вопросов. Я давайте несколько вопросов задам. Еще раз напомню номер для СМС: +7 927 304 1051. И целыми группами задам, потому что очень много вопросов про ваши взаимоотношения с Пугачевым. Есть они сейчас какие-то? Если да, то какие? Если нет, то почему? Ну, с Пугачевым мы разошлись в 2004 году после выборов, так сказать, у нас. Разошлись, бизнесы разделили. Там он откупил часть банка у меня, так сказать. Так получилось. И, наверное, мы общались один раз только в 2005-2006, а потом так и даже не общались. То есть не скажу, что поссорились, но общение прекратилось. Но вы следите за тем, как он эмигрировал? Я читаю, я так слышу, там бред какой-то пишет. Я даже не хочу комментировать, потому что там, мягко говоря, не все правда, то, что он пишет. Я-то его очень знаю хорошо, с 89 года, и мы и партнерствовали, и много. Он, конечно, очень много для страны делал, это на самом деле неоспоримо, но уже очень много каких-то фантазий, таких больных, и просто и неприятно даже. Я даже не читаю то, что он пишет. Еще раз напомню номер для СМС: +7 927 304 1051. Я хочу вас спросить, у вас есть опыт работы в разных регионах. На ваш взгляд, что сейчас происходит с экономикой Башкортостана? Да, понятно, что это все влияет, то, что происходит со страной и так далее. На ваш взгляд, те процессы, которые произошли, например, Башнефть, Роснефть, да, и так далее, что-то серьезно меняет или от этого мало что зависит? Во-первых, вы получили 25+1 акция Башнефти, вы получаете дивиденды. Нет, пока не получаем. Как-то не получаете? Вот так, их пока заморозили, говорят, в следующем году отдадут. Отдадут, значит, вы можете в суд подать на Роснефть и получить. Какие проблемы? Мы же демократическая республика, судебная и вообще страна, и судебная система работает хорошо. Значит, в перспективе есть на этот счет анекдот, что два этих, и в перспективе мы миллионеры, а пока имеем это, но тем не менее. Вы имеете определенное влияние, несмотря на то, уважаемая компания, огромная компания страны, я не знаю, у нас очень много специалистов. Вообще, Башнефть — это такой краеугольный становой хребет, наверное, экономики. У нас ТЭК-то 75%, наверное, республиканского валового продукта. И это как раз многие говорят проблема в будущем. Вы как считаете, в чем нужно проблема? ли Башкортостану стараться диверсифицировать, скажем так, свою экономику и слезать, как это принято говорить, с нефтяной иглы?
Во-первых, вон у нас вся страна с нее слезает. Очень, очень тяжело, вы знаете, от наркотиков каких-нибудь очень тяжело отказаться. Поэтому слезать надо, но это не значит, что использовать тот потенциал, которым обладает Башнефть. Ну, я не могу сейчас, это же надо и Роснефти говорить, но там, правда, и Геннадий Иванович Букаев работает, и уважаемый Игорь Иванович Сечин. Ну, конечно, я бы на башкирские заводы, конечно, сделал бы очень большую ставку, потому что это огромный комплекс нефтехимический, это передовой комплекс, в который вложено огромное количество интеллектуального труда, это наших ученых, тут и французы работали, этому посвящены, ну как, я сам нефтяник. Я сам нефтяник. Я сам нефтяник, и я вижу, что это здесь огромный потенциал для того, чтобы республика развивалась, там не такое количество, не 10 там наименований нефтепродуктов, дизелька, там 5-10. У нас же раньше было 200 наименований, а может быть 400. Завод синтетического спирта работает. Ну, это, кстати, вот проблему с Рахимовым обсуждал. Он очень переживает, кстати, за заводы именно, что этому надо больше уделять внимание, конечно, потому что это вот является тем драйвером, который мы можем использовать. Зато мы сейчас будем с вами слезать с иглы, делать какие-нибудь кирпичи, а там миллиарды можно зарабатывать. У нас шампунь-то откуда? Из Китая. Почему же не свой? Ну, это же... Вот если говорить о санкциях, то как раз нефтедобывающая промышленность с ними столкнулась, потому что был запрет на приобретение определенного рода оборудования. Многие говорили, что это шанс для российского производства и так далее. Насколько, на ваш взгляд, вот здесь в республике сумели в этот поезд запрыгнуть и сделать что-то такое, что было бы востребовано на рынке? Да, я вот как говорю, если бы этого кризиса не было, его бы надо было придумать, хотя он там больно ударил по нам, но вовремя, потому что мы вообще, если бы еще подождали 10 лет, мы просто умерли от этого удара. Мы полностью были зависимы от доллара, потеряли свою компетенцию во многих отраслях, особенно тех, которых мы были передовые. Вот у меня один друг, он один из руководителей одной огромной нефтяной компании. И когда начался кризис 2014 года, он говорит: вот, Серег, я пришел, мне надо сейчас 5 миллиардов перекредитоваться, долларов. 5 миллиардов долларов. Я говорю: а слушай, а зачем тебе 5 миллиардов? Как? Мне надо вот бурение, шлям-бурже платить. Я говорю: подожди, какой шлям-бурже? Что у вас шлям-бурже бурит? Всю жизнь? Если вот вы бы раньше там, на 20 лет, как вы еще маленькие были, на 30 лет вернулись, вот весь аэропорт наш был заполнен бригадами, которые летели бурить вахтовым методом. Потом нефтяники возвращались сюда с деньгами, там пили, покупали, отдыхали и работали. Но это же огромный рынок труда. Я говорю: слушай, а почему? Так мы не можем рвать пласты, у нас нет таких... Ну, рвать пласты, это значит там увеличить нефтеотдачу. У нас нету таких компрессоров. Я говорю: подождите, затратьте $1 миллиард, да стоимость, мы создадим вам любой компрессор. Поэтому это, во-первых, очень хорошо. И сейчас у нас свои люди, мы сами нефтяники хорошие. Не считаю, что мы хуже там любых Бейкер Хьюз, любых компаний можем делать. Естественно, есть вещи, некие сложные технологии, там морское, допустим, бурение, где платформы делаются, там надо перенимать. Ну, как китайцы, надо перенимать, да делать свое. Еще раз напомню, номер для СМС +7 927 304 1051. Вы несколько раз сказали, в том числе, о чем разговаривали с Рахимовым, а с Хамитовым о чем говорили? Это какие-то текущие экономические дела? Нет, почему? Мы обсуждали, во-первых, и строительство этих... Ну, он же, по сути, он предлагал помогать строить Воскресенский собор, потом уже возник и по Рахиму. Это он вас пригласил в республику в некотором смысле? Это было... Вот по этим вопросам. Это мы обсуждали, на самом деле, это было еще несколько лет назад, когда вот я был там на одном мероприятии в Георгиевском монастыре, это в Святых Кустиках. Геннадий Иванович Букаев занимается его восстановлением. А начинали мы, кстати, когда еще центр Межпромбанк здесь был и так далее. И мы там встречались, он говорит: слушай, ну надо как-то... Мы же в 2008 году из-за этого кризиса, я потерял там 22 завода у меня было, металлургических, и кризис ударил, тут, как бы вот не до завершения собора, как мы там потратили, тогда там порядка 8-9 миллионов долларов, по-моему, 200 с лишним миллионов рублей, подвели под крышу. В принципе, он в прекрасном состоянии, он сохранен очень хорошо. Один предел функционирует, работает, там проходит служба. Кирилл Мефодиевский, так сказать.
Вот. И он, но возвращаясь так и мы диалогу с Хамитовым. обсуждали первое это, потом как к этому подойти. Потом он говорит, давай все-таки посмотрим не только Уфу, там Уфа-1, я говорил, фонд хочет, мы хотим заниматься историческим наследием, потому что Уфа, допустим, раскопки показывают, Уфа-1, что это города там 4 века, и Менкала вот эти. И это не только говорит о том, что, во-первых, это мы же, опять же, на 500 лет старше Казани. Вы представляете, как это интересно? Какой праздник можно затеять? Уфа-2, но у нас же очень много вот этих стоянок, этих аркаимов, вот этих городов, которые создавали арии. Там особо у меня дочка прилетела из Америки, говорит, вот только попадаю, я поеду на джип. Там не было на джипе никакой инфраструктуры, там энергетика особо и так далее. Нам надо это делать, и мы это с ним обсуждали. Ну и, конечно, экономический вопрос республики мы тоже затронули. Вы сказали, что переживает Рахимов за нефтянку. А за что переживает Хамитов? Он за всю республику переживает. Понятно. Но что вызывает больше беспокойства? Вот вы из диалога поняли. Ну, мы-то обсуждали некие вопросы по строительству и там дорог, и там других отраслей. Ну, конечно, он переживает за мной. Ну, руководитель за все должен переживать. Начиная от строительства храмов и экономические показатели республики. Всего коснулись. Перейду к вопросам, потому что их очень много приходит. Айнур спрашивает вас. Вы в 2003 году выступали за придание татарскому языку статуса государственного. Какова нынешняя позиция? Насколько этот вопрос сейчас стоит поднимать? Ну, если кому-то хочется, пусть поднимают, надо его рассматривать. Вот меня спросили про башкирский. Я говорю, мое отношение такое. В школах же тоже татарский учат язык у нас, правильно? Вот у меня школа 117, которую я закончил, дети, блестящие русские дети, выигрывают олимпиады по башкирскому, по татарскому языку. Более того, эти вьетнамские дети, они выигрывают олимпиады по русскому, еще учат наших русских, потому что мы более ленивые, чем они. Поэтому я вообще считаю, что у меня есть вот молодые партнеры, по 7 языков знают. Ничего знают азербайджанский, знают фарси и так далее. А почему мы всегда ограничиваемся одним языком? Русским, там, в крайнем случае английским. Почему вы еще немецкий? А почему башкирский, татарский? Ну, еще какой. Чем больше учишь, голова лучше развивается. Еще один такой тоже вопрос, так или иначе связанный с прошлым. А как вы относитесь к возможному помилованию Игоря Изместьева? Ну, это же не я принимаю решение по помилованию, там, наверное, целая комиссия работает, рассматривает. На ваш взгляд, он действительно был виновен в тех преступлениях, которых суд признал его виновным, или он жертва, скажем так, определенного политического расклада? Честно говоря, я же не смотрел его там дело. Выносился там приговор, там было... Всякое было возможно. Я думаю, вот комиссия, которая рассматривает, там очень глубоко разбираются с этим. Поэтому я же не могу им рекомендовать так. Честно говоря, я и не думал про это. Еще раз номер для СМС +7 927 304 1051. Ну, вы, видно, следите за тем, что происходит в республике. Заметили ли вы этот конфликт, который был еще полгода назад между главой администрации Уфы, сити-менеджером Ириком Илаловым и руководителем республики Рустемом Хамитовым? Насколько, на ваш взгляд, такие вещи, в общем, нормальны? Да, насколько это нормальные рабочие отношения, без конфликтов, в общем, наверное, и работы не бывает. Или здесь было что-то более серьезное? Ну, у нас каждое утро в семье конфликт, с женой, на работе конфликт. И здесь на работе у них тоже мог произойти конфликт. А что там такое? Может, поругал. Я думаю, первое, что без конфликтов определенных нельзя. Глава там требует, и мэр. Правда, в каждом конфликте кто-то может прав, кто-то не прав, правильно? А может быть, обе стороны не правы, как правильно. Я считаю, что главное, чтобы конфликт был недолгим и не, так сказать, не такой не внутренней ненависти, потому что, глава есть глава, он же может поругать мэра за что-нибудь. Ну, хорошо, я тогда по-другому спрошу. На ваш взгляд, та система распределение финансовых средств между муниципалитетами, регионами и федеральным центром, который существует сегодня, насколько она вообще позволяет руководителям городов
делать что-то вообще самостоятельно? Вы знаете, я вот скажу про свою область, допустим. Да, у нас мы вот на законодательном собрании рассматриваем, допустим, как наш Минфин распределяет деньги. И у нас просто постоянно идет какой-то конфликт, и мы ругаемся, критикуем министра финансов, потому что мы не понимаем этого распределения. Потому что те, кто больше работает, почему-то получает меньше. А кто меньше работает, тем всем сестрам по серьгам. И причем и это все время как-то проходит, там проталкивается, это у нас вызывает огромные вопросы. Возможно, и здесь есть эти вопросы. Все-таки это может быть непростая система, кого-то надо датировать, но я считаю, поощрять тех, кто работает, давать им больше возможностей. Вообще больше возможностей регионам надо. Так же, как и муниципальным образованием, где идет лучше, кто больше приносит в бюджет, те, конечно, должны больше иметь. А сама система того, что все забирается в федеральный центр, потом из федерального центра распределяется по регионам, а потом из регионов распределяются муниципалитеты, она вам кажется нормальной? Власть — это, вы знаете что, да, деньги и кадры. Налоги. Власть — это налоги, да? Нет, власть — деньги. Если вы распределяете деньги, и поэтому я думаю, что в определенной степени, когда были забраны деньги туда, вы там их просите, говорите, вам дают субвенции, дотации там, и так далее, и так далее. Но звучат же эти уже предложения, что больше перераспределить в сторону, конечно, бюджетов республик, чтобы они могли, или областей, или городов, чтобы они больше самостоятельности должны иметь в этом. Вы поддерживаете такую точку зрения? Я да, но в определенных пределах. Тут трудно, конечно, найти баланс, он делается шагами определенными. Прибавили вот столько, давайте вот на эти полномочия прибавим. Потому что у нас, как бы то ни было, алгоритмизировать работу управления страны очень тяжело, все равно в ручном режиме. И поэтому всегда надо видеть. Регионы сильно друг от друга отличаются? Вот вы как человек, который работает во многих регионах, как сильно друг от друга отличаются? Я вам скажу, ментальность людей вообще отличается. Вот я даже депутат 4 районов Тверской области, у меня муниципальное образование. Даже там люди очень сильно друг от друга отличаются. Разные характеры, разные подходы. А регионы вообще по-разному. Допустим, мне вот легко в Башкирии, я здесь вырос, а в Твери мне труднее. Хотя я, конечно, со всеми нахожу общий язык в силу того, что я там просто помогаю, и много хозяйств, правда, там у меня есть. С людьми работаю, давно их знаю, но все-таки ментальность, она существует везде. И везде по-разному. А насколько, это модное такое выражение, инвестиционный климат разный в разных регионах? Или все-таки в России это примерно какая-то константа? Нет, конечно, он разный. Я думаю, что, во-первых, здесь, в Башкирии, никто не мешает развиваться. Тут власти, так сказать, во всяком случае, не мешают развиваться любому бизнесу. Поэтому и помогают в меру сил, что они могут. И все хотят это сделать. А в других регионах сложнее, чем здесь. Вы же знаете, и сами это делаете. Все сравнивают Татарстан с Башкортостаном. Да. В чью пользу здесь сравнение и в каких вопросах? Если говорить об инвестклимате, о бизнесе и так далее. Наша республика самая лучшая, конечно. Это так, это понятно. Мы оставляем за скобками. Догнать. И у них есть успехи, у нас есть успехи. Я думаю, честно говоря, смотрю по своим, где я действительно... есть у нас один город, допустим, Калязин. Есть, конечно, я знаю, где лучше, я знаю, на что равняться там. Конечно же, есть на что равняться нам на работу, которую проводит Татарстан, как проходит работа в Казани. Но их очень много здесь. Казанцы к нам любят приезжать, кстати, отдыхать здесь, в Уфе. У нас тоже очень хорошо. Не только «Огни Уфы», и другие клубы. Есть чему учиться друг у друга. И учиться всегда надо. И надо использовать то передовое. Ведь самое главное что? Главное мысль. Понимаете, надо увидеть, что они придумали. Это использовать и делать просто. Еще раз напомню, номер для СМС +7 927 304 1051. Очень много вопросов, которые друг друга дублируют. Но давайте я пробегусь по вопросам, да. Потом, если успею, еще пару вопросов, которые я заготовил. Во-первых, Шамиль спрашивает вас, не пора ли поставить памятник архиепископу Андрею Уфимскому, канонизированному РПЦ за рубежом, если вы знаете, о ком речь? Давайте предложения. Давайте все предложения будем рассматривать. Я сказал, мы объявим конкурс по археологическим раскопкам. Действительно, очень многим людям надо
увековечить их память. Вот у себя там в районе, в Кашинском, мы поставили памятник Артуру Христофоровичу Артузову. Это основатель российской контрразведки, которого расстреляли в 1937 году, но он создавал и военную разведку, это Рихард Зорге, многие-многие другие. Поэтому я считаю, вот увековечение любой памяти значимого человека, это очень важно. Спрашивают вас про игнорирование итогов референдума 1993 года в Республике Башкортостан. Ну и вообще, наверное, в принципе, вся эта история, да, со своей конституцией и так далее. Вот я вас прошу таким образом об этом. Вот лежит камень на улице Ленина, что здесь будет стела, которая в память о принятии суверенитета и все такое, да? Лежит камень, стелы нет. На ваш взгляд, надо уже камень убрать или уже стелу поставить? Вообще вся история ценная для нас. Я вот пока не подумал, камень или стелу, вот, не могу сказать, но этот рубеж истории Башкортостана был. Почему мы после социалистической революции зачеркнули всю гигантскую, великолепную историю российского государства? Правильно? Это же неправильно. И мы историю не должны забывать. Но жизнь и государство – это некая трансформация тех ситуаций. Вот мы сейчас можем, вот, например, говорим о царе Иоанне Грозном. Вот такой секунд, в 2 раза увеличил страну. То, конечно, он плохой для всех, кроме нас. Понимаете? Так же и здесь. Мы же должны, прежде чем говорить или обсуждать масштаб личности Сталина, вот мы говорим, плохой, хороший, слушайте, взял страну полностью разрушенную. Как ее было восстанавливать? Как мы можем даже, не разобравшись ни в чем, говорить об этом? Поэтому говорить об этой стеле или о той ситуации, о принятии государственного суверенитета, так это, может быть, это возможный был способ единственный сохранить в то время страну. Если у вас, например, памятники Сталину аллергии не вызывают? Я вообще считаю, как мы свою историю можем зачеркивать. Ну, зачеркивать не обязательно, изучать. Слушайте, если взять того и другого, то я не знаю, вот вы же смотрите сейчас фильм «Троцкий», допустим, вот будет, и посмотрите, я считаю, что у нас история, если была великого государства, вот при Сталине она стала в размерах Российской империи. Я не говорю про там методы, и, конечно, там многие пострадали, и, может быть, не дай бог бы было жить в то время, да еще во время войны Великой Отечественной, правильно? Но... И вопрос, какова его вина в том, что он проспал начало, хотя ему докладывала та самая служба разведки, которая создавалась расстрелянным в 1937 году. Как мы можем, мы выйдем сейчас на улицу с вами решить проблему со своей женой, у нас будет ее сложнее решить, а говорим, вот Сталин такой, однажды я вот такой же, будучи таким же молодым, был такой маршал Язов, помните? Конечно. И мы тоже вот так же стали спорить. И он даже не стал со мной говорить, ну Сережа, говорит, ну вот побудешь, почитаешь, повзрослеешь, поймешь. Он великолепный историк. У него голова у этого Язова, там, он, правда, в ГКЧП участвовал. Я помню, я хотел сказать, плохо кончил, да. Почему плохо? Он остался потом и лечился, я его очень хорошо знал. Ну, некоторые члены ГКЧП в итоге покончили лишь самоубийством. И это тоже, мы тоже не знаем, покончили жизни или что там, такое дело темное. Хорошо. Я тогда вот что вас хочу спросить. Вы несколько раз сказали о работе в законодательном собрании Тверской области. А вам не хочется в Курултае поработать? Вот это же тоже наше законодательное собрание. Я какой-то вспоминаю анекдот, как Подгорный с Борисом Николаевичем сел, и вдруг один стоит. Я предлагаю избрать председателя Верховного Совета Брежнева. Леонида Ильича. А он же Подгорный был, он говорит, Леня, что это такое? Он говорит, что? Не знаю. Народ просит. Но меня же народ не просит работать в законодательстве. Я и так здесь работаю. А вообще, чтобы понятно было, сегодня законодательные собрания и депутаты законодательных собраний в целом, не отдельные персонали, а в целом, они играют что-то? Они играют какую-то роль? Или спускается правительством региона, и все, в общем, большинство дружно голосуют, потому что все понимают, кто большинство и так далее? Нет, ну, конечно, баланс определенный есть. Ну, что тут врать? Потому что и у нас там губернатор, там, мы все обсуждаем. Сначала на партии, потом обсуждаем. Но мы обсуждаем, высказываем свое мнение. Вы понимаете, власть нельзя как бы путать с бардаком каким-то. Но альтернативные мнения, суждения, обсуждения должны быть.
И я считаю, что если все всегда единогласно, это ненормально. Спасибо. Я напомню, это был Сергей Веремеенко, предприниматель, депутат Законодательного собрания Тверской области, руководитель комитета по агропромышленному комплексу и недропользованию. До свидания. Да, спасибо. До свидания. В полном контакте с информацией. Эхо Москвы.